конечно, попросил бы меня что-то прочесть. Он любил, когда его, и любит, когда его стихи читают. И когда я размышлял над тем, а что, собственно, что подарить? Ну, есть какие-то вещи такие, можно сказать, формальные, что-то формальное дарить не хотелось. И учитывая нашу дружбу и с Лешей, и с Валей, и с Валентинощем, наш тройственный союз, который действительно есть. Вы знаете, бывают такие придуманные истории, а тут ничего придуманного не было, потому что бывали и споры, допустим, у нас с Лешей, до ожесточения. Причем я иногда себя так как-то ограничивал, он же человек был не очень здоровый, но мы могли с ним схватиться так, что просто нужно было бы разнимать. Ну вот такие мы. И думал, мучился Валя, что привезти, какой подарок. Вдруг вижу книгу Валентиноща с его пометками. А дело в том, что мы часто выступали в концертах, и он взял новую книжку, и все время дорабатывал, там ему не нравится строчка, там не нравится слово. И вот такая книжка с его доработками у меня осталась. Думаю, что вот это как раз и будет лучшим подарком. Тут масса замечательных стихов, но мне хотелось выбрать стихотворение, которое вот относилось именно бы к тебе, Валюша. И я такое стихотворение нашел, причем сразу я понял, что это стихотворение может быть посвящено и должно быть посвящено тебе. И если бы здесь был Валентинощ, то я попросил бы его прочитать эти стихи. Он меня просил это делать в его присутствии, но это, сами понимаете, это смешно. Но поскольку его здесь нет, то я позволю себе прочитать его стихотворение «Роза». Молчит страна, как в доме мебель, как не поставь, так и стоит. Для всей страны единый гребень, сегодня сыт, а завтра бит. Нет, не дубы стоят, а стулья, нет ни березы, двери, стол. Лежит беззубый от разгулья в кровь стертый бывший желтый пол. Стоят, как часовые стены, и потолок им небосвод. Всех превращает нас в полено наш пилораменный завод. Вдруг среди этого кошмара, где кровью харкала пила, посередине тротуара святая роза расцвела. От горя треснутая ваза казалась бледной и худой. Сама, без всякого приказа, святой наполнилась водой, и стали вновь шкафы дубами, березами паркетный пол, и с деревянными гробами последний поезд отошел. А на ветвях запели птицы, и солнце стало так сиять, что захотелось помолиться, смеяться, плакать и молчать. Браво! И вот, Валюша, это чудесное солнце, твой день рождения, оно не случайно, потому что это солнце в твоей душе, в твоих глазах, в том, что ты делаешь. Знаете, есть люди такие, ты находишься в присутствии этого человека, ты его еще где-то заметил, он только приближается, от тебя уже скрутило от непонятного состояния. Вот Валя человек, вокруг которого все цветет. И дай Бог, чтобы ты цвела, как эта роза, и ты являешься этой розой в любых обстоятельствах, чтобы все складывалось так, как ты этого хочешь, как ты мечтаешь, так оно и будет, все зависит от тебя, мы тебя очень любим, вот поверь, здесь есть в зале люди, которые, думая о тебе, думают так же, как и о себе, желая тебе счастья, здоровья и вот такого многолетия, какого ты хочешь. Честь тебе и хвала, спасибо тебе огромное за все.